Чем отличается исламская рассрочка от обычного банковского продукта? Основное различие исламской рассрочки от обычных банковских продуктов то, что при исламской рассрочке отсутствует такой запретный элемент, как ростовщичество, то, что мы называем риба. И исламские финансовые учреждения, когда они работают, они никогда не предоставляют деньги за деньги. В то время как в банках происходит именно это. Поэтому исламские финансовые учреждения, в том числе и компания «Фаворит», всегда связаны с реальной экономической деятельностью. Когда приобретается нужный клиенту актив, имущество, товар и перепродается со своей наценкой ему же. Это и есть основное различие между исламской рассрочкой и банковскими кредитами под проценты. Когда банк выдает кредит под проценты, это получается, что он выдает деньги за деньги. То есть выдает определенное количество денег, получает обратно определенное количество денег, больше, чем он выдал. Да? Получается у нас транзакции, вот то, что происходит, это деньги в одну сторону, деньги в другую сторону. Правильно? Что происходит при исламской рассрочке? Вот, предположим, вы хотите приобрести транспортные средства. Компания «Фаворит» не выдает вам кредит, не выдает вам денег. Вам. Что делает компания? Она, вот после того, как мы определились с транспортным средством, какое конкретно транспортное средство вам нужно, компания приобретает в собственность, то есть покупает нужные транспортные средства вам, и потом, после того, как оно перешло в ее собственность, перепродает его вам со своей наценкой. Вот она разница, вот видите, вот здесь вот в середине происходит реальная экономическая деятельность. Вместо кредита под проценты происходит купля-продажа двойная. Сначала компания выкупает транспортные средства у продавца, потом перепродает его транспортные средства вам со своей наценкой. И вот в этом промежутке времени компания несет риск и ответственность за это транспортное средство. Взамен этого риска и ответственности компании и полагается, согласно шариатскому принципу, полагается наценка, то есть прибыль, которую она получает. В случае с банками происходит, банк просто выдает деньги и получает взамен больше денег, чем было выдано. Да? А при исламской рассрочке происходит реальная экономическая деятельность, покупка конкретного актива и его перепродажа. И компания несет риски и ответственность в момент между покупкой и перепродажей данного актива, риски и ответственность за этот актив. В случае, если что-то случится с этим активом между покупкой и перепродажей, то компания бывает ответственна за вот этот актив. И взамен, повторяюсь, взамен этого риска, этой ответственности, она и получает прибыль, что соответствует принципу справедливости с обеих сторон. А почему на исламскую рассрочку получается наценки больше, там процентов больше? Многие жители это комментируют, говорят, что вот в банке гораздо выгоднее брать кредит, чем брать исламскую рассрочку, потому что там процент больше. Да. На самом деле здесь может быть несколько причин. Фактически могут быть несколько причин. Во-первых, это то, что если брать учреждение, которое предоставляет исламскую рассрочку, если посмотреть по отдельности, то не у всех учреждений наценка большая. К примеру, фонд имени шейха Заида, у них очень низкая наценка. К примеру, они тоже работают по исламской рассрочке, поддержка бизнеса и предпринимательства, но такой наценки вообще нет в стране, вообще нет. Очень низкие, очень дешевые деньги, выражаясь современным финансовым языком. Некоммерческий фонд «Баракат», который также нацелен на свою нишу, на свою определенную категорию граждан, малоимущих и так далее, у них тоже очень небольшая, маленькая наценка. Да? Также и компания «Фаворит», которая нацелена также, бизнес-модель компании «Фаворит», она нацелена на определенную категорию граждан или людей, которые могут себе позволить получить финансирование по данным условиям. Большая ли она на самом деле?
вот, судя по той информации, которая у нас есть, по анализу рынка, она небольшая. Она в итоге соответствует той банковским процентам, которые вот существуют на рынке в целом. Да, вот. Да, если мы смотрим на ипотеку, к примеру, да, банки могут позволить себе ипотеку в 15 лет, но и переплаты будут большими. Да. Но на данный момент касательно компании «Фаворит», ее бизнес-модель предполагает вот такие вот условия. Планируется расширение деятельности компании, планируется также и создание банка полного после того, как эксперимент успешно завершится по партнерскому финансированию в России. Тогда и будут рассмотрены другие виды или другие категории граждан. Тогда, может быть, и будут предоставлены другие финансовые продукты, другие условия. Да? Но на данный момент по существующим у компании «Фаворит» наценкам, они вполне себе соответствуют рыночным наценкам и тем же процентам, которые существуют при банках. Также она восполняет или заполняет вот нишу, конкретную нужду определенной категории людей, которые занимаются там, бизнесом и предпринимательством. Да? То есть с этой стороны я лично не вижу никаких проблемных моментов вот, на данный момент. Да, есть определенные категории людей и граждан, которым больше подошли бы другие условия. Да. Но бизнес-модель на данном этапе подразумевает именно вот определенную категорию людей, определенную нишу, скажем так, которая восполняет или заполняет потребность людей. А есть категория людей, которым не помогает «Фаворит», которым «Фаворит» не может предоставить свои услуги? Да, конечно. Ну вот те, кто не занимается предпринимательством, к примеру, то есть им вообще, наверное, не нужно будет финансирование. Да? Вот люди, у которых нет достаточного дохода, чтобы оплатить долговые обязательства, которые они возьмут на себя, они, соответственно, не могут обращаться ни в банки, ни в другие, например. Да? Но понятное дело, что различия между банковскими и иными продуктами, которые предоставляют исламские финансовые учреждения, они касаются в том числе и что государство как-то гарантирует возврат вкладов при банковской деятельности, и, соответственно, банки в том числе могут позволить себе для определенных, опять-таки, категорий или финансовых продуктов снижать проценты. То есть господдержка в этом случае имеет решающее значение, что невозможно сказать об исламских финансовых учреждениях, которые вот стараются как-то наладить вот эту вот деятельность. А кто может быть клиентом? Кто может получить услуги компании «Фаворит»? Абсолютно каждый гражданин. То есть развлечений как таковых ни по конфессиональным, ни по каким-либо другим признакам ограничений нет. Единственное, чтобы люди проходили критерии по риск-менеджменту. Обычные критерии, которые присутствуют везде, во всех финансовых учреждениях. Это и отсутствие, скажем, судимости, это и возможность, и наличие какого-то дохода, достатка, чтобы человек мог оплачивать долговые обязательства, которые возникают на нем при покупке и так далее. Обычный риск-менеджмент, условия обычного риск-менеджмента. Это предприниматели, либо физические лица тоже могут обращаться? Да, физические лица тоже могут. Это и юрлица, и физические лица. Максимальная сумма, которая может предоставить? Да, здесь все будет уже рассматриваться персональным подходом. То есть к каждому случаю руководство может применить отдельный подход, рассмотреть их случаи. Здесь такого, скажем, потолка, чтобы смотрите, мы так не можем, но такого нет. Компания «Фаворит» совместно с другими финансовыми учреждениями вошла в проект строительства этого квартала, «Квартет», кажется, называется, который будет строиться у нас здесь, в Исаитовском районе, на очень большую сумму, несколько сот миллионов рублей, к примеру. То есть касательно потолка, таких ограничений такого нет.
Да. Это каждая заявка может быть рассмотрена отдельным рассмотром. Индивидуальный подход, можно Индивидуальный сказать. подход, вот именно, да. Да, Да. это хорошо. А касательно обращающихся женщин, если это исламская рассрочка, то, соответственно, нужно подтверждение либо мужа, брата, сына, отца, наверное. Нет, с шариатской стороны такого условия нет. Нет. Нет, да. Если женщина обращается... Обычные, да. Да, никакого подтверждения Нет, от не мужа. нужно, не нужно. Вот если будут такие условия со стороны службы безопасности или риск-менеджмента, что мы вот хотим какого-то, скажем, поручителя. Да, это не потому, что это женщина, а вообще из-за ее финансового состояния, например. Вот мы хотим, к примеру, залог. Если у человека нормально идут дела, у него есть какой-то свой бизнес там и так далее, ни залога, ни поручителя не нужно бывает. Но чтобы опять-таки помочь человеку, возможно, потребуется какой-то поручитель, возможно, потребуется какой-то залог, например. Да? Вот с этой стороны, возможно, будут какие-то критерии. Но так, чтобы вот если это женщина, то у нас такие дополнительные критерии нет. Такого с шариатской стороны нет. Дело все зависит от бизнес-модели и решений руководства. То есть все здесь уже будет касаться состояния самого обращающегося человека, будь то мужчина или женщина. И вот коротко, как происходит этот процесс? Я прихожу в компанию «Фаворит», и в дальнейшем я говорю свою проблему или свою потребность, что мне нужно. Вот как происходит этот процесс от начала обращения и до получения мной конкретной услуги? Да. Вот вы обращаетесь в компанию «Фаворит», Фатима встретит вас, и вы рассказываете, что вам хотелось бы. Вот у вас, к примеру, потребность для получения финансирования для приобретения, к примеру, там, квартиры в каком-нибудь из сити, одном из сити. Вы рассказываете о своей нужде Фатиме, она вас направляет к специалисту, к менеджеру по недвижимости. Дальше вы уже излагаете детали, менеджер излагает вам условия, по которым вы можете получить финансирование. Если вы согласны на эти условия, заключаете предварительный договор с юридическим отделом, менеджер всегда сопровождает вас до окончания сделки, заключаете предварительный договор, и компания дальше уже получает необходимые документы, если таковые необходимы от вас, и заключается сделка продажи вам квартиры. Тоже касается и движимого имущества. Вы направляетесь к менеджеру по движимому имуществу, по транспортным средствам и так далее. И происходит примерно то же. Вы рассказываете о своей потребности, о том, почему вы хотели бы получить финансирование. Он рассказывает вам об условиях. Если вы согласны на эти условия, заключаете предварительный договор, компания выкупает необходимое вам транспортное средство у поставщика или продавца и потом перепродает его вам со своей наценкой. А какой период времени проходит между моим обращением и тем, что я получу свой, ну, допустим, машину или квартиру? Да, очень короткий период времени. Это обычно, могут быть исключения, обычно это несколько дней. 3 дня, 4 дня. Получаете ответ. Будете ли вы профинансированы или нет? 2, 3, 4 дня примерно. Хорошо. И какой минимальная сумма, минимальный порог, который можно получить в «Фаворит»? Компания «Фаворит» на данный момент не занимается потребительскими кредитами. То есть на покупку айфона, на покупку чего-то другого она не занимается. Соответственно, компания более нацелена, как я говорил в начале, на определенную категорию людей, на определенную нишу. Это люди, которые занимаются чем-то, производством, оказанием услуг, предпринимательством и так далее. Да? И, скажем, на такие мелкие товары компания не финансирует. На такие потребности она не обращает внимания. Больше, наверное, это в пределах нескольких сот тысяч. Я сейчас назвать точную цифру не могу, что фактически происходило, что было. Это больше, наверное, у юридического отдела надо будет спросить.
Но факт в том, что компания потребительским кредитом, точнее потребительским финансированием не занимается. Да. Это, как обычно, или транспортные средства, или недвижимость. Вот в пределах стоимости этих двух видов активов.